Лишь только подснежник распустится срок, лишь только появятся белые грозы на белых стволах, появляется сок. То плачут березы, то плачут березы. Здорово, дядя Миша! Как дела-то? Я смотрю, живой, дрова пилишь. Выздоровел? Ну и хорошо. А что? Много, да? А у меня тоже? Мечавали? А вон это там коротыши, что так коротко пилишь? Вон там. А? А, лицо уже красивое, как можно уже жениться. А у тебя половина есть уже, да? Половина. Ну, я и говорю, половина-то точно есть уже. Половина и банамай. А потом оставишь это на заборы, да, что-то? Не надо тебе. Да что, нормальные дрова, как раз по полам. Делали мы. Техника класс, да? Вот такая техника. Ну, дядя Миша у нас трудяга, трудится дрова. Ну, как я и показывал раньше, сейчас все занимаются одним делом. Дрова, уборка. Весна ранняя, да. Это самое. Дрова поздно привезли, да. Дрова поздно привезли, да, и вот получается, что пилит не на снегу. А снег-то еще есть там, да, под низом, да. Да, ну, на снегу удобно пилить там. Пила не портится. Вот столько его. Это надо еще ему переколоть, а сейчас уже в жару-то это плохо переколоть. Ну, в принципе, не крупные дрова, да. Справится. Ну, где-то, наверное, 1/3 часть осталась пилить. Ладно. 1/3, а что это же? Не, 1/3 точно, 1/3 есть. От 700 после. 1/3 точно есть. Меньше половины, 1/3. Почти. Половина. Ну, 1/3 я и говорю. 2/3 уже спилил, 1/3 осталась. Красота, будешь красоваться зимой, тепло будет. Ну что, я поехал дальше. Я прогуляюсь просто по трассе. Съезжу до Богородска. На обратном пути тебя что? А? Да. Хочу показать, друзья, посмотрите, снега почти нету, ну, на дороге нету, на полях нету практически. А в лесу еще, знаете, сколько снега? Очень много. Если сейчас будут дожди и потепление, то будет, вот начнется тогда половодье, настоящее такое. Ну что, друзья, вот я и обратно уже у озера.
Ну, как видите, все кранты. Дорога уже в воде. Не успел я, не смог я к речке съездить. Ой, опасно тут забуксуешь. Короче, я думал, что здесь еще нету, но вода еще не вышла, озеро еще не вышло с берега. И дорога еще нормальная, а оказывается, вон, все. Все, друзья. У меня были планы на завтра это на поле сумкой съездить. Не получится. Вот так. Короче говоря, все. Начинается половодье. Половодье, половодье. Половодье. Тепло так-то. Сейчас, подождите, я куда-нибудь стану по-нормальному, чтобы ветер не попадал. Половодье у нас, половодье. О, все, озеро уже начинает выходить с берегов. Так что уже с прошлым разом вода прибыла. Река открытая уже у нас, а озера еще нет. Озеро еще даже вот сети некуда даже еще бы и закинуть, если толково так подумать. Погода прекрасная, очень даже. Вот как выглядит озеро. Как выглядит на той стороне озера лес. С каждым днем зеленеет, он зеленеет, хоть и хвойные деревья, но он зеленеет. Тоже приятно так. Весна у нас. Видите, это лед еще на озере. Видите, тут дорога, да, еще, где я стою. Вода прошлый год приходила вон до того амбара. Вон, видите, амбар там. Вот этот. Эта калитка была полностью в воде. Вот этот маленький домик был полностью в воде почти. Вот до такого уровня вот домик у озера. Вот так выглядит. Сейчас, видите, здесь еще дорога. Она уже... Вот, надо дожди и солнечная погода. И еще будет. Половодье нужно для озера, чтобы оно это самое... Ну, как там, все, чтобы это зимняя там муть ушла, чтобы прочистилось озеро, чтобы посвежило. Ну и вот, друзья, добрался до речки я. Речка у нас, красавица, открытая. Как такового сильного половодья еще нету. Чайка вон там орет на той стороне. Где она? Вот. Сидит на столбе чайка и орет. Привет, привет. На полном зуме трясется немножко. Это не на штативе все равно держать. Вот. Она далеко-далеко от меня. Сейчас вот примерно, чтобы вы поняли, как далеко она. Очень далеко. Вот. Течет река Нившира. Тут лодки еще приподняты. Вот как выглядит после зимы. Вверх по течению получается, что
Там само село находится, это я чуть-чуть пониже. Основное село. Вот такой прекрасный весенний вид, друзья. Там заречье у нас. Не знаю, там попаду, нет, приближая камеру. Там заречье, но это все затопит. Там есть пару домов. Это все затопит. Еще искал путь к речке, речку посмотреть, поздороваться. И нашел. Там, где около озера не доехал, видите, дорога закрыта была. А здесь он смог нормально доехать. Как бы речке нашей сказать привет. Угу. Умку привязали прогуляться по тросу там. Умка, ты где? Умка. Умка. Убежала. Не видно. Вот она там. Около амбара ходит. Хулиганка такая. А видите, кто-то говорил, что цепь короткая. Ха-ха. Не короткая, тут место для нее, будь здоров, побегать. Я хотел на поле ее свести, а там уже все затопило. Бандитка, ты чего? А? Бандитка. Как тебе, бандитка? Эй! А? Жарко тебе? Это не зима. Все. Первые цветочки, скорее всего, мать и мачеха, наверное. Там кто даже там есть тоже живой, перезимовавший. Да. Такие первые цветочки там видны. Вот так. Вороны каркают. Что-то птичьих маленьких голосов звонких не очень слышно еще. Ну а Мария Олеговна сегодня занимается уборкой территории. За участком тут возле дороги такой. Там уже сестра возле, наравне с родительским домом, там сестра все убрала. А здесь Маша убирает. Все равно неприлично, там за зиму побросали тут мусора. Да, Маша, привет всем. Всем привет. Не знаю, не слышно, наверное, погромче. Всем привет, дорогие друзья. Нет, не слышно. Это самое. Надо будет микрофон покупать. Тебе и мне, чтоб двойной, давай. Сразу. Маша убирается сегодня, я поснимаю немножко. Дрова это здесь, вот напротив окна, наша вот поленница. Со стороны дороги как выглядит.
Ну, побросали это все дело. Зимний мусор давайте, Маша. Ну да. Не мусор. Окурки. Какой-то не валяется. Возле дороги. Недавно у Маши был день рождения, отпраздновали. Не снимали, как отпраздновали, но торт был очень красивый. Красота мамы нашей. Катерина, снимайте, Катерина, Королеве. Самой красивой, самой заботливой, самой любимой маме. Господи, да помилуй. Котка, снимайте меня. Спасибо. За поздравления всем спасибо, да, Маша? Да. Огромное спасибо всем. Мне было очень приятно. Очень много поздравляли. Мусор сразу в телегу, да? А это сухая трава, да, легко. Это поднять. Но Можно здесь-то поднять. много еще будет мусора, да, вот? Да. Очень много еще будет. Сжигать будем. Нельзя. Продадим кому-то мусор. У того сума, у зъезда. Сейчас нет, сухая погода, ветер, пожар будет сразу. Сейчас везде это сухая трава. Ветер он еще какой. Нельзя. Так, Маша продолжает уборку, а я буду потом уже домой заезжать. У нее тут, ой, очень много фронт работы такой. И чтобы не путаться на коляске, я заеду, Маша, домой, да? Заезжай. А тебе не скучно будет? Не. Вот, ой, тут много, очень-очень много мусора. Ладно, такой короткий небольшой ролик заканчиваем. И говорим до свидания. Хотел показать там участок у нас. Шибень хотел привезти. Вот сюда. Вот сюда, друзья, вот сюда хотел шибень привезти. Но как узнал цену, обломался, короче говоря. 44 тысячи 16 кубов стоит доставкой. И ну, тяжело для меня это купить вообще. Ну, нереально, скажем, да, вот, на шибень. Маша говорит, вот надо. Надо купить, говорит, очень, ну, тут утопия практически. Да, утопия. Тут Застреваю я на машине здесь иногда даже. вообще кошмар. Еле-еле. И на коляске тоже. Ну, это вот, видели там на прошлых видео, дрова так готовили, вот это место. То все. И ошкуривали эти, для забора эти жерди и бочка еще там недоделанная. Ну все, всем пока, Маша. Скажем всем пока. До новых встреч, пока. Весенние дни у нас, уборка. Работы много. Работы ой как Это, наверное, много. у всех так сейчас. Да. И я, ну как бы, редкие видео у нас получаются. Очень редкие. Дождь нужен, Маша, чтобы ты отдохнула. Дождь. Дождь не надо. Эти 2 дня, чтобы еще не было дождя. Ну ты же отдохнешь потом, когда дождя не будет, дома будешь. Отдыхать некогда. Дома тоже работы много. Цветы. Да что-то нужно сажать еще. Я еще не посадила. Люди уже, у людей, наверное, уже выросли уже. А у меня еще не сажала.